Учителя сегодня принимают поздравления по случаю профессионального праздника, который отмечает более чем в 100 странах мира. Славную традицию чествования учителей соблюдают и в Ингушетии. Слова благодарности в адрес педагогов звучали сегодня в стенах Дома культуры Назрани. Житейская мудрость, железные нервы и полная самоотдача в своем нелегком труде. Вот те качества, которыми должен обладать учитель, и с этим сложно не согласиться. Раиса Ахриева преподает математику в столичной гимназии. Любовь к этому предмету пришла к ней еще в школьные годы. Уже 28 лет, как она посвятила себя профессии педагога и ничуть не жалеет. Эта работа сама по себе сложная. Уже настолько привыкла к этой работе. Мне кажется, я кроме этой работы уже ничего и не могу в жизни. А Людмила Манкиева уже 38 лет обучает учеников Назрановской 4-й школы. Наверное, одному из самых сложных предметов школьной программы – физики. Ее ученики – ребята из старших классов, справиться с которыми зачастую сложнее, чем с ребятами, только пришедшими в школу. К выбору профессии преподавать физику ее подтолкнула профессия отца-строителя. Мать меня очень просила, чтобы я пошла в медицинский, но я почему-то посчитала, что это не мое. У меня был очень хороший коллектив, наш класс, наша классная. Мы великолепно дружили, у нас великолепные воспоминания о школе. Вот. И я поэтому мечтала, чтобы и дальше продолжить такую жизнь. В зале Назрановского дворца культуры вместе с Людмилой Манкиевой в свой профессиональный праздник День учителя собрались лучшие педагоги из разных школ республики. Поздравить виновников торжества приехали глава республики Юнусбек Евкуров и председатель Народного собрания Мухарбек Дикажев. Глава региона отметил неоценимый вклад ингушских педагогов в жизнь республики. Хочу вас в вашем лице поздравить всех педагогов республики, всех наших ветеранов, которые стояли за этим направлением, с сегодняшним праздником. Пожелать вам здоровья, пожелать успехов, сказать вам огромное спасибо за ваш труд, за вашу работу. А мы со своей стороны, естественно, будем делать все возможное. Да, я понимаю, что вы многое недополучаете от нас, начиная там от жилищного обеспечения, заканчивая зарплатой. Ну, опять же, должны понимать, что максимально даже в самых сложных условиях, в первую очередь, президентом Владимиром Путиным озвучено это поднять зарплату, в среднем по экономике, хотя бы такая схема придумана, для работников Минобразования, Министерства здравоохранения. Значит, это же тоже подход. И посмотрите даже в этом случае, насколько от вас отстают другие работники социальных сфер. Мы же тоже это видим, но и это немного. Даже это немного для вас, но тем не менее, давайте будем хотя бы это тоже ценить. Успехов, с праздником вас! В адрес собравшихся прозвучало еще много теплых слов. Долгой и успешной работы, а молодым специалистам учиться у старших наставников работоспособности, брать пример преданности избранному делу. Я желаю всем вам дальнейшей плодотворной работы, личного благополучия и искреннего уважения учеников. Образование – это основа основ всего, что возможно, и что для того, чтобы прогрессивное и хорошее, поступательное было движение в развитии любого общества. И те люди, которые дают это образование, те люди, которые вкладывают в наших детей все самое лучшее, это, конечно, учителя. В республике сегодня многое делается для усовершенствования системы образования. Строятся новые школы, решаются проблемы с перегруженностью существующих. Но, несмотря на любые трудности, учитель на протяжении долгих 11 лет ведет ребенка за руку по жизни, вкладывая в него свои знания и свое понимание жизни. А общечеловеческие ценности – главные приоритеты в работе учителя. Это праздник самого главного человека, потому что он стоит у истоков зарождения нового человека. Это человек, который открывает путь в новую жизнь, который открывает окно в мир знаний. Завершением вечера стала праздничная программа с участием как школьников республики, так и известных ингушских артистов. Грамоты, цветы, подарки, стихи и песни – это самое меньшее, чем республика может отблагодарить педагогов за их нелегкий труд. Марина Катива, Адам Далаков, Новости 24.